Да, мы до сих пор без отопления. Как дали отопление, вот мы звоним, каждый день звоним. В доме на улице Жарницкого часть жильцов до сих пор живут без отопления. Ко всему прочему, почти во всех квартирах второй месяц нет воды. Во время летних ремонтных работ здесь неправильно установили трубы, по которым тепло должно было поступать в батареи. Вот уже полмесяца мы просим откачивать. У меня там ремонт, а вот там все промокнет, я буду жаловаться. Отсутствие отопления – это полбеды. Вода в подъезде дома стоит почти круглый год. Жильцы боятся, что с наступившими холодами она замерзнет. И без дополнительных усилий попасть в квартиры будет невозможно. 5 КАМАЗов я насчитал, да, вот. Я каждое утро считал, если из принципа. Они отсыпали, потом мне счет приходит, там, с каждой квартиры чуть ли не по 10 тысяч взяли, короче. В строительном округе это не единственный подобный случай. Дом на улице Пекарского даже снаружи выглядит плачевно. Нет проезда во двор, повсюду мусор. Деревянная двухэтажка в буквальном смысле тонет в грунтовых водах. Несмотря на это, здесь все еще живут люди. Именно из этой квартиры номер 9 на улице Пекарского, дом 3, второй день в управу строительного округа обращаются жильцы об отсутствии отопления. Но, как мы видим, здесь никого нет. Без тепла в трассах в дома нечего подавать. Отопление по этому адресу было подключено поздно. Из-за ветхого состояния двухэтажки подведенные трассы некоторое время находились в бесхозном состоянии. Устаревшие батареи не могут обеспечить полноценную подачу тепла. По Пекарского 3 отопление подается в полном объеме. Мы неоднократно выезжали в квартиру номер 9. Жильца квартиры дома не застаем. К соседней квартире ходили, в том числе на второй этаж. Там в квартирах тепло. 22-23 градуса температура держится, батареи горячие. Тепло жильцам дома на Жарницкого в полном объеме должны подключить в ближайшие дни. Но проблемы подтопленных подъездов, скорее всего, придется решать самим. Владимир Сутулов, Тимур Ширыжик, Вести, Якутск.